Повесил камеру на тулана, а он уже без камеры ходит. Хорошо, что недалеко. Здесь открыто. Короче, вот. Короче, не знаю, что случилось. И уже опять не снимает. Почему-то вчера дома я испытывал, как бы после зарядки я включал, вот, зарядка полная. Почему он так... А, нет, идет зарядка, идет. Ой. Все, выключился. Хана, что за фигня такая, блин? Да, явно этой камерой не поснимаешь нормально. Бездельник, поломал камеру. Так, надо к речке спуститься нам. Берег очень крутой тут. Думаю, лучше обойти. Нет, не работает. Бесполезно. Все. Это явно аккумулятор. Больше 10 лунок уже просверлил. 0 эмоций. Везде пробурил там, блин. Спускаюсь потихоньку. И тут никто не рыбачил, а не ловится. Уже проверяю, какие места, вот где вот рыба должна быть. О, здесь вообще мелко, что ли, или нет. Потому что здесь я на лодке езжу, знаю, где какие ямы, где рыба сидит. Все знакомо, каждый поворот тут мне. Уже иду, пропускаю места такие вот, где обычно рыба сидит, там проверяю. Сейчас вот где-то метров 300 опять пустую буду идти. Потому что здесь глубина, здесь очень глубоко. Места глубокие, но бесполезно на ямах и на плесах проверял, пока тишина. Здесь медвежья тропа была. Пару лет назад я показывал, снимал вот здесь. Именно вот тут он проходил. Где-то вот. И за этим поворотом он переходил речку и прямо на мою избу. Возле моей избы там жил. Крупный медведь, с кем я встречался. От кого я бежал? Вот такие дела. Было дело. Мне не стыдно говорить. Убежал и убежал. Главное, жив остался. А если выстрелил, хрен его знает, какие последствия могли быть. 20-й калибр, он... Одностволка, конечно же, на медведя как-то лотерея, одним словом. Ладно, дальше рыбачить пойду сейчас. Тут очередная лунка и без поклевки. На улице ветер сильный, пасмурный. Вот. Сегодня солнца вообще нету. Ветер сильный, вот ветки даже вырывает с деревьев. Это так кажется, что ветра нету тут. Смотрите, какие места. Вообще идеальные, в принципе, для рыбалки. Но здесь рыба не берет. Ну, не клюет и все. Надо идти дальше. Здесь растаяло вон как. Обязательно надо смотреть, чтобы под ногами был белый лед. Вот черный лед — это опасный лед. Это имейте в виду. Белый лед — это безопасный. Он крепкий. Здесь тоже глубина очень сильная. Ну, глубоко тут. Дальше там ямы также будут. Плесы. Здесь хорошо, тут ручей выходит. Даже пробовать тут не буду.
Не ловится тут. Немножко надо перекурить. Вот это я пробурился тут, блин. Вон с того поворота на десяток лунок вот тут. Каждые 10 метров. 0 эмоций. Хоть бы разок клеванул, и то какое-то настроение. Поднялась ли. Вон. Не знаю, что думать. Здесь омут начинается, здесь еще просверлю. Здесь какая-то надежда тоже есть. Фух. Вроде с этой ямы, если есть рыба сюда, они кормиться должны подниматься. Здесь не так глубоко, но от силы 2 метра, наверное. Наконец-то подошел, хитрец, блин. Сколько раз хотел я ему звал, чтобы прикрепить повербанк говорю, экшн камеру. Ни в какую. Сейчас подошел. Так. Ладно, пока не будем расслабляться. Передохнем и дальше там этот поворот я еще просверлю. Посмотрим. Поклевка, ребят. Очередную лунку хотел. Ой, блин. Кто-то есть. Тыргун. Ой, малек. Да, мелковатый. К сожалению. Так. Отвернулся и сразу схватил он. План нельзя. Вот это да, сколько мы пробурили, сколько шли уже. Честно, мне так надоело. Я уж собирался, думаю, возвращаться. Дошли до большого омута. Очень большой. Глубокий. Ну, тут, наверное, чай попью с термоса. Энвер, дай. Война войной. По расписанию. Удочка стоит. Чай надо попить. Немало уже прошли даже. Полный термос чая. Ладно. Еще. Ну, спай. Уйди. Хлеб даже не ест.
Все, monta sieltä. Oi. Все, tullaan, oi. Все, mon. Вот тебя. Одним словом, ребята, вот такой перекус. Сало, хлеб, чай. Ну и конфеты еще. Конфеты сегодня, знаете, вот такие брал. Шоколады, как Сникерс. Тишина, больше нету поклевок. За целый день одна рыбина. Тулан хитрый. Очень хитрый. Захочет, подойдет. Не захочет. И я не смогу переучить его. Бесполезно стараться. Потому что собака сам по себе он такой. Мне много раз говорили, что надо с возраста щенка обучать. Но Тулан с первых дней он такой вот какой-то сам, ну, такой себе на уме, можно сказать. Айда тоже, она слишком подлиза. Вот такой я тоже не очень-то и уважаю. Но послушная. А Тулан уже вот с характером как-то. Характер у него. Ладно, не буду сжигать гигабайты. Да, вот сейчас я фильм у Саши Счастливого смотрю, и собаки как-то вот дружные, они вместе спят, вот в один, в куче там, с одной миски едят. А у меня две собаки, они разные. Айда никогда ко мне Тулана не подпустит, она злая какая-то. И все время они врозь, даже не играют. Не подпускает Айда. Вот разные собаки какие-то. И как будто смотришь, Айда дружелюбная, ласковая, подлиза, но в то же время она, у него характер какой-то вот жесткий, тоже вот и злость есть какая-то, вот злость в ней есть. Два в одном собака. Ладно, пью чай, короче, ребят. Тут несколько выходов уже у выдры я видел. Тут тоже он ошивался. Но не свежий. Или следов просто не видно. А, вон. Подожди, это собака, наверное, или... Да, собака моя. Все равно выдра тут есть.
выдра ходит. Там выше тоже были следы. Так, я уже не знаю, где пробовать рыбачить, фиг знает. Надоедать начинает уже мне эта рыбалка. Фу-фу-фу. А, вон смотри, там тоже. И смотри, что за... Зачем он туда поднимался, интересно. Тут... Хрен его знает, открыто, не открыто. Короче, вон туда он ходил. Или он... Это зимний у него гнездо, может, или что тут? Может, зимой снега тут много было. И... если выскочит, пиздец. Ни хрена у него туннель тут, смотри. Да. У него гнездо, наверное, видно тут. Ну, не гнездо, а этот, берлога. Как-никак зверек он. Куда-то вниз туда идет. Собаки нету. Первый раз такое вижу. Может, зимует там. Они, ну, как бы ночуют зимой. Каждым разом что-то да что-то узнаешь. Просто сейчас снега нету, растаял отсюда. А когда тут тукта закрывает и может где-то метр заходят там вглубь земли, и там не холодно, сухо. Тут тоже нора. Вон. Но это уже раньше ходили, тут замерзло все. Здесь все оставлю, у меня собака там кого-то лает. Ну там нора, наверное, тоже. Да. Оказывается, он тут рядом. Любимое занятие у него возле реки. Вот это занятие он любит. Кругом туннели. Здесь видно, семейство выдры живут. Kodne sen ne? Kodne sen ne? Önne. Kön. Ну, корж. Поверьте мне, ребят, кто из подписчиков, новичок, про собаку, про тулана. Вот. Что касаемо меха, это как зверя, животного, это все ему интересно. А птица, вот скажем, бывает там осенью мы, когда охотились, глухаря айда лает, а он стоит рядом, хвост спущенный, ему не интересно. Ему интересно вот это занятие. Вот это занятие. Ну, давай, Вайлю седла, давай, Вайлю седла, Вайлю. Тулан. Хотел сейчас выйдет, да, поснимаю, что там.
Ну, здесь, видимо, туннель. Ну-ка, Мурле. Ну-ка, посмотри. Вон, смотрите, куда-то вон туда идет. Так, корж, Тулан, корж. Давай, корж. Да. В прошлом году вот попадал он, когда вот, но ниже было дело. Тоже рыбачили и вышел этот выдра и по льду. Собаки кувыркались, блин. Это зверевая собака, ребят. Зверевая собака. Ему, честно говорю, боровая птица не интересна. Он будет целый день тут копаться. Да. Берлогу ему надо на медведя. Посмотреть, как там будет он работать. Так. Здесь еще вот тут просверлю. Поглядим. Да тут выдры живут, наверное, всех рыб, что было, уже съели. Распугали все. Здесь попробую, если не поймаю, еще на 2 поворота ниже спущусь. Там еще яма хорошая есть. Там проверю. Так, ну, штук 5 дырок, наверное. Ну, 5 лунок, наверное, просверлил. Здесь бесполезно. Тут нора. И чуть ниже, наверное, спущусь. Здесь за поворотом хорошее место, в принципе, тоже. Пошли из люка. Пошли, Мунан. Успокойся. Лох. Лох, Мунан. Лох. Ну пошли. Лох, Мунан. Мыйся, Тенни. Мый. А. Перелопатил уже все там. Снег грызет. Все, ушел. Пошли, мама, пошли. Пошли, там еще интереснее будет. Они вниз спустились. Лох, мама, лох, пошли. Давай, лох, мама. Смотрите, ребят, какой хороший хариус попался. Вот я на спуск вот в лунку спустил леску. Уйди, Тулан. Обмотаешься, блин. Мон. Тулан, мон. Вот. Хороший, прекрасный хариус попался. Все, это наша рыба. Это мы точно возьмем. Да, крепыш. Вас зафиксировать. Так, второй спуск. Ну, глубина, ребята, почти 2,5. Не почти, а 2,5 метра тут. Так я спустил, и сразу же поклевка. Может, одна рыба и была.
Все. Кончилась рыба. Одна штука только. Тишина. Опять придется там идти пару километров в поисках.